Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на события будущей недели. Давайте посмотрим, что вас ждет и что в жизни вашей случится. Чем порадует и чем удивит вас судьба на будущей неделе. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас готова. Давайте будем разбираться. Так, смотрите, в самом основании рисунка у нас на камне вырастает цветочек. Здесь все удивят, здесь все будут шокированы, какое-то удивительное событие произойдет. Камень — это безжизненная, почва, можно так с натяжкой сказать, да? На камнях цветы не растут, а в вашем случае именно из камня прорастает цветок. То есть то, что казалось нереальным, невозможным ни при каких обстоятельствах и условиях, именно на будущей неделе с вами в вашей жизни, либо у вас на глазах случится. Вы у меня все разные, поэтому можно трактовать в разных направлениях. Ждет вас большое удивление, какое-то невероятное волшебное событие именно на будущей неделе с вами в вашей жизни произойдет. То, что казалось невозможным, нереальным, именно это и случится. Здесь и удивление, и восторг, и радость, и вообще целая палитра эмоций. Хорошее, неплохое, удивительное. Удивительное и жизнеутверждающее, вдохновляющее. Да? Может быть, вам отказывали, говорили, что нет, так не бывает, так невозможно. И тут раз и происходит. Либо вы очень долго во что-то вкладывали, все над вами там посмеивались и говорили: глупенькая, да, чем-то таким непонятным, несуразным занимается, на какие-то результаты надеется. И тут бац, и результат превзойдет все ожидания. И те, кто смеялись, устыдятся в прямом смысле слова. Что-то очень и очень хорошее, что-то прям волшебное, необычное ждет вас на будущей неделе. И еще, мои хорошие, вижу, что кому-то из вас именно на будущей неделе удастся хоть немножечко, хоть чуть-чуть, но отдохнуть. Выдохнуть, отдохнуть, может быть, даже в какой-то степени переключиться с каких-то проблем, забот и тягостей жизни на более какие-то легкие, приятные вещи. Пусть не всю неделю, пусть не каждый день, но денечек либо пару часов у вас точно выдадутся очень крутые, когда вы прям перенастраиваетесь, перезагружаетесь и действительно можете выдохнуть свои проблемы. Тут у кого-то в прямом смысле слова, да, выспаться, отдохнуть, но у других возможность расслабиться. И еще вижу, что вам придется много двигаться, много передвигаться, много дорог, причем дороги разные, спутанные, запутанные. И, возможно, даже за один раз, за один день в разных частях города побываете. То, что вы раньше не делали, либо делали крайне редко, на будущей неделе вы просто чуть ли не ежедневно будете совершать. Передвигаться вы можете как и в пешем порядке, так и на общественном транспорте, так и, например, на собственном транспорте, либо кто-то вас будет возить. Много-много дорог у вас вышло. Еще вижу рядом с вами большого жука. Жук, кстати, это хороший знак.
Жуками обычно показывают для незамужней девушки кавалера. И также жуками могут показывать, жуком вернее, могут показать и улучшение по финансам, в финансовой сфере. Жук очень большой, такой прям заметный, мимо точно не пройдете, если мы говорим о финансах. Ну, а если мы говорим об женихах, либо невестах, если мужчина меня смотрит, то человек очень яркий, запоминающийся, сразу понравится. Вот, яркий человек. Еще с левой стороны привет из прошлого. Вам кто-то привет из прошлого будет передавать. Человек о себе как напомнит, скорее всего. Человек еще как-то свою позицию обозначит, либо подтвердит. И напомнит вам о каком-то вашем обещании, о каких-то ваших словах. Может быть, вы уже давно позабыли. Может быть, слишком долго, либо много времени прошло. И вот вижу привет из прошлого. Вы такая, неужели я когда-то это говорила, когда-то это обещала? Вот человек о себе напомнит. Это может быть и мужчина, и женщина. Но в прошлом вы явно были очень близки. Либо какие-то совместные дела вас объединяли, связывали. Человек о себе напомнит. Так, вижу, что с телефоном вы не расстаетесь. Прямо у вас шея так немножко, косит от того, что постоянно вы руками что-то делаете, при этом зажимаете телефон между плечом и ухом. Прям много то ли разговоров, то ли переговоров, много как решается по телефону, случается, решается, либо постоянный обмен информацией происходит. Прямо шея будет немножко косить и затекать. Надо как-то все-таки разгрузку давать, либо купите себе гарнитуру, эти наушники, которые можно подключить к телефону, чтобы у вас перекоса не было и болевых ощущений. Кто у меня деловой человек, прям с телефоном не расстаетесь. Буквально и день, и ночь вы с телефоном. И также, если вы домохозяйка, очень много интересных событий, например, будет происходить у ваших родственников, либо у ваших подруг. И все будут обмениваться информацией. Руки-то заняты, что-то делаете. И этот зажим, зажимаете телефон между плечом и ухом. И шея может болеть, и косить, и не дай бог, грубо говоря. Подумайте, как можно обыграть эту ситуацию и берегите себя. Понятно, что запретить вам никто не может по телефону общаться. Тут просто просят до крайности не доходить и понимать, что это все чревато. Крючок кто-то пытается забросить, какая-то приманка. Соблазн, приманка, заманушка в таком ключе. Кто-то хитренький, знает о ваших интересах, знает о ваших слабостях и закинул крючок с приманкой. Будьте поумнее, будьте бдительны и смотрите вглубь, не на поверхность, а вглубь. Ищите, кому что выгодно, почему вам предлагают, какой есть подвох, чем это чревато и в конце концов в какой прайс вам это все обойдется, встанет. Здесь явно хотят заманить, подманить, соблазнить, в таком ключе информация. Надо быть бдительным. Берегите свое здоровье. У кого-то горло может болеть. Горло болит из-за того, что вы либо не по погоде одеваетесь, либо вы слишком быстро передвигаетесь, потеете, переохлаждается организм, сильно разогревается, потом переохлаждается, и иммунитет слабенький становится. И также старайтесь избегать людей, которые ходят сопливят, либо подкашливают. Это может быть действительно опасно. Опасно в плане того, что вы можете подцепить от них инфекцию, простуду, грубо говоря. Вам болеть сейчас нельзя, не рекомендуется. У вас много важных дел, и вам нужно быть в строю. И еще на работе момент напряжения, а потом момент разрядки идет. Сначала кто-то создает напряжение, может быть, начальник какие-то цели неподъемные поставит, либо скажет так, все делайте в авральном режиме, а потом будет время, когда вы сможете расслабиться и отдохнуть. То есть придется понапрягаться, может быть, пару дней, либо день, а потом уже можете как-то вольготненько себя почувствовать.
Да, главное, никому ничего не высказывайте и не делитесь своим мнением о вашем руководстве, потому что могут заложить, потому что могут крысятничать, и даже самые как верные, преданные коллеги, которые, ну, типа якобы разделяют вашу точку зрения, могут вас заложить ради того, чтобы перед начальником выслужиться. Запросто. Народ нынче такой пошел, что никому доверять не стоит. И еще вижу, что вам кому-то придется обращаться, может быть, к какому-то руководителю, может быть, в какую-то организацию. Вот куда-то вам нужно будет обратиться. Выбирайте время в первой половине дня. В первой половине дня у вас все очень быстро и легко получится. А если вы пойдете во второй половине дня, то могут быть всякие задержки, вам придется сидеть ждать, либо придется несколько раз приходить. Ну вот в таком ключе информация. Первая половина дня идет для вас максимально эффективной. Если у вас есть какая-то нужда, какая-то просьба, ну либо какая-то необходимость. Вот, запомните, пожалуйста. Я еще вижу, что кого-то будете в дорогу отправлять, провожать, отправлять. Это может быть кто-то из своих, близких, родных. И также просто знакомый человек. Ну, тогда просто будете прощаться. Может быть, какие-то советы, наставления будете давать. Ну, либо о чем-то рассказывать, в чем опыт имеете. Да, так подумайте, вот бы и мне куда-то съездить. Но не переживайте, вы тоже поедете. Может быть, и не на будущей неделе, но точно поедете. Я еще вижу денежку. Денежка, она либо ваша, либо вам кто-то денежку дает. Ну, из близких, например, людей. Распоряжайтесь этой денежкой мудро. Не эмоционально, что надо то и это, то хочу, это хочу, а именно мудро. Это такой, как совет, пожелания вам. Дальше кто-то попытается к вам в голову влезть, чтобы вами поманипулировать, либо, может быть, даже настроить вас против кого-то, либо против чего-то. Не позволяйте этого ни в коем случае. Тот, кто лезет в вашу голову, сам на руку не чист. Либо, ну, сердце черное у человека. Хотя бы дает себя за праведника. А на самом деле это человек грешник. Дальше. У кого-то очень длинный язык. И вам выпадает как почетное задание укоротить этот язык, прикрутить, да. Мои хорошие, вы человек мирный, я это вижу. Но если не вы, то никто. Только у вас есть сила укоротить язык тому, кто болтает много. Человек может быть и сплетником, и в принципе болтуном, и также пустоболом. Да? Вам именно выпадает эта миссия, и вам ее не избежать. Вас либо кто-то попросит, либо вам много людей пожалуются, и вы скажете, ну что же, деваться и некуда, пойду подрежу. Да. Этот человек прям испугается, но обижаться на вас не будет, потому что понимает, что вы правы. Это не испортит ваши отношения ни в коем случае, даже не думайте. И еще с левой стороны подвыпивший мужчина правду проболтает. Ну, выболтается, да, вот то, что было скрыто, либо какой-то секретик свой, либо чужой, ну вот прям проболтается. Будьте повнимательнее с теми, кто выпил, и прям слушайте, внимательно слушайте, что говорит этот человек. Что-то должен рассказать, в чем-то должен признаться, проболтаться должен. Вот, мотайте себе на ус. Важная информация, ценная информация, и это вам в будущем еще не раз пригодится. Как, знаете, козырь в рукаве у вас появится. Мужчина может быть и свой, и просто знакомый, и совершенно, там, например, незнакомый, но тем не менее что-то знает, да, вот как в вашем присутствии, либо рядом с вами будет рассказывать и случайно может проболтаться. Его информация – это действительно козырь. И еще что-то очень странное будет происходить с теми, с кем у вас напряженные отношения, кто является вашим недоброжелателем, либо конкурентом, конкурентами.
прям в какой-то момент поймете, что давно не видели, давно не слышали. Аж интересно станет, да? Где они, что они. Ну, сразу хочу сказать, что там у них попа в мыле, им не до вас. У ваших недоброжелателей, у ваших конкурентов наступают, ну, судные дни, можно так сказать. Много-много каких-то серьезных проблем, и уже не до конкуренции, уже не до вражды, уже не до каких-то, ну, засловных высказываний в вашу сторону. Вот. Может быть, не сразу вы поймете, не сразу узнаете, но да, в какой-то момент прям ощутите, что тихо, спокойно и напряжения нет. И еще идет мне знак медицины и ваше негодование. То ли вы будете посещать, может быть, поликлинику, и там все, извините, через одно место работает, либо очереди, либо специалистов не хватает, либо еще что-то происходит, и вы прям будете возмущаться. У кого-то отыграется, может быть, вы пойдете проходить, я не знаю, вакцинирование, допустим, там, от гриппа, либо чего другого. Вот. Опять же, не понравится, что нет в наличии там каких-то вакцин, либо цена там выросла, и вы такая, блин, ё-моё, что происходит? Да, может быть, вам какой-то препарат нужно приобрести, его нет в наличии, либо он по завышенной цене. Прям медицина вас не радует. И вы прям всю неделю будете негодовать. Ну, что поделаешь, да, это жизнь. И, кстати, по поводу цен. Здесь вы с кем-то будете говорить, ну, либо делиться своими впечатлениями. Почему-то мне идет какое-то подорожание. Подорожание и также, возможно, как дефицитные моменты на какие-то важные для вас позиции. То есть, чтобы приобрести нужный товар, нужно, не знаю, там, полгорода объехать, да, либо в какой-то там далекий большой магазин поехать. И опять же, цены растут. Прям с кем-то будете делиться и говорить, что мне это все не нравится, что происходит, куда мы катимся, что дальше. Мои хорошие, ну будьте поспокойнее, поймите, что обычные люди этого не решают. Это решают те, кому выгодно создавать дефицит и поднимать цены. Либо людей пытаются от чего-то более там, важного отвлечь. Так тоже может быть. Ну вот прям для вас это даже немножко как болезненная тема. Прям думать об этом будете и обсуждать. И еще. Вижу ваш какой-то шедевр. Что-то вы такое приготовите, что произведет фурор. И вижу людей, которые просто влюбляются в ваше блюдо, ну и, соответственно, в вас влюбляются. Что-то вы такое вкусненькое очень приготовите, и семью угостите, может быть, кого-то из соседей, либо знакомых людей. Прям буду действительно хвалить, а вам немножко прям неудобненько будет. Хотя не знаю почему, ведь вы действительно заслужили все комплименты. Вы умничка, у вас прям какой-то особый талант к готовке. Вы, может быть, даже и не по рецептам готовите, а так, как вам там, не знаю, сердечко подсказывает. И у вас всегда невероятно вкусно, и каждое ваше блюдо – это какой-то шедевр, да? Шедевр, и мишленовские рестораны просто вот плачут в сторонке и нервно курят. Вообще умничка. Очень вкусно готовите. Дальше. Показан мужчина. Мужчина хотел сделать хорошо, но вышло как всегда. То ли он с чем-то не угадает, то ли, ну вот вроде как помогает, на самом деле за ним приходится переделывать. Не ругайте его строго, это может быть и муж, это может быть и сын. Вот, просто подскажите, как правильно, либо дайте там подробный туториал, да, инструкцию подробную дайте. Вот. Ну да, хотел помочь, либо хотел угодить, но опять не угадал, либо не то сделал. Но помыслы были очень хорошие. Хотелось сделать вам приятно. И еще вижу, что с кем-то будете обниматься, кому-то будете рады. То ли в гости к вам кто-то придет, приедет, то ли какая-то вот прям встреча очень приятная вас ждет. Прям обнимаетесь, целуетесь. И ну, люди счастливы друг другу, рады друг друга видеть. Приятное, яркое событие. И с левой стороны показали ракету, которая не взлетает, а наоборот как будто бы вниз летит. Это какой-то отказ.
отказ, разворот, поворот, может быть даже как что-то вернется. Да? Вы, допустим, подавали документы, они раз и вернулись. Либо вы хотели что-то получить, а вам отказали. Не спешите расстраиваться. Здесь это не приговор. Здесь просто нужно что-то доделать и переделать. Может быть, неправильно заполненные документы, неправильно описана просьба, неправильно оформлено заявление, может быть, неполный пакет документов. Ну, там чисто какая-то техническая штука, которая стала преградой к тому, чтобы ваша ракета, то есть ваше желание, долетело до цели. Вот, не переживайте, вам все объяснят, вы все переделаете. И уже в следующий раз, либо на следующей неделе ваша ракета и взлетит, и куда надо долетит. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.